Новым разом так феерично попрацювали. Я так розумію, всі спужалися, що ми ще раз так феерично попрацюємо і придумаємо что-нибудь абсолютно выходящее за межи розуміння, но тим не менше. Я пропонувала притягнути принцип програмування, планування праці летучого університету у цьому році у межах тих установок болівського мислення, про які ми обмірковували з самого початку. І ось тоді я один з тезисів моїх про мислення тут і тепер і пред'явлення цього мислення, і він тичився такої не те, що зміни установки, але більшої уваги не критики, а цьому створенню. Тобто пропонові, формулюванню тих ідей, які б, в принципі, сьогодні могли задавати для громадства, для культури некие ориентиры. І я тоді казала про утопії, про некие такі образи, які натхняли, створали це натхнення і так далі. І ось, розважаючи про те, чому посвятити конференцію, яка, в принципі, на сьогодні є так само звичайно базовою подією у житті університету, зимовую конференцію, тим більше, що коли вона прийдеться на початок нашого такого ще навчального року, я так сподіваюся, що це буде так само додатково створити некие рамки для розуміння, праці і так далі. Ось я пропонувала цю ідею будучині, але вже самі розваги про те, як і що може створати зміст цієї конференції, це Владимир Владимирович зараз нам розповідає. Я думаю, це отримається ліпше. Напевно, у його є некие додаткові ходи і розваги. Калі ласка. Ладно. Свое рассуждение я начну не с будущего, а с мышления. Вот как-то Джон Скотт задался вопросом, о номинальности или феноменальности мышления, в терминах схоластики, естественно, является ли мышление реально существующим, или это только универсалии понятия. И на самом деле этот вопрос не решен до сегодняшнего дня никем, как и весь спор номиналистов и реалистов средневековых. Он как бы прекратился с появлением философии нового времени и науки, но не разрешился. Так вот, чем является мышление в этом смысле? Для нас, для тех, кто работает в методологическом семинаре и время от времени в университетском семинаре, задумывая и планируя какие-то акции или действия летучего университета, является жизненно важным. И вот почему. Если мы всерьез относимся к тому, что мышление является приоритетом и главным стержнем того, что мы делаем, строим в летучем университете, то вопрос о том, существует ли мышление,
представление о нем, ну, скажем, должен время от времени возникать и направлять само наше мышление. А этот вопрос очень трудно решаем, потому что какие-то репрезентативные показатели, по которым мы можем обнаружить мышление, ну, нигде никак не прописаны и никак не представлены. Мышление находится в ряду таких вещей, как чувства, переживания, наличие или отсутствие которых можно установить только в интроспекции или по свидетельским показаниям. А проблема интроспекции, зафиксированная еще во времена Вунта в конце XIX века, состоит в том, что как только мы пытаемся обнаружить в себе некое состояние, чувство или переживание, то интенция нашего сознания, направленная на то, что необходимо обнаружить, приводит к уничтожению предмета обнаружения. То есть, если я говорю о том, что я чего-то люблю, то в этот момент любви-то как раз к этому нет. Если я говорю, что я чего-то боюсь, то, говоря о том, что я чего-то боюсь, я в этот момент не боюсь. И если я говорю, что я мыслю, то я в этот момент не мыслю, я говорю о том, что я мыслю. И поэтому обнаружение мышления в интроспекции вещь очень сомнительная, если только не допустить того, что мы судим о мышлении по свидетельским показаниям. То есть ковыряемся не в себе, не в своей интроспекции, а берем кого-то визави. Там, в психологии это может быть испытуемый, в психиатрии это может быть пациент или клиент, в социологии такой концептуальный другой. И спрашиваем у него про мышление чего-то. Он нам выдает на это какие-то реакции, какие-то слова, ответы. Да, нет, может быть, не знаю, затрудняюсь ответить. Что-нибудь вроде этого. Скорее нет, чем да. Скорее нет, чем да. Мы тогда приходим к необходимости обсуждать квалификацию свидетеля. Собственно, когда ты утверждаешь о том, о чем утверждаешь, что оно существует или не существует, оно было или не было, оно есть или его нет, то насколько ты компетентен в том, чтобы определить то, о чем ты судишь. Поскольку сам наблюдатель, исследователь, не может поручиться за собственную компетентность в своих суждениях о мышлении, то он, в общем-то, не в состоянии проверить и компетентность свидетеля. Всякие априорные вещи. Ну, в той же социологии. Априорно полагается, что мнение позиции свидетеля Вот, очень хорошее это самое заявление. Ну, То есть мы делаем сомнительного свойства допущения. да. И это допущение, как правило, про большинство чувств, состояний сознания, переживания
оправдывает себя. Да? Ну, например, когда мы спрашиваем человека, любит ли он там апельсин или сыр. Я сомневалась, ну ладно. Да. Как раз сомневаться в этом. Ну, видишь, я как толерантнее, чем Бурдье, Ну, конечно. я мягче говорю. В большинстве случаев оправдывает себя, говорю я. Но в некоторых случаях оно совершенно не срабатывает. В частности, то, что связано с мышлением. Мы это А почему не срабатывает? М? А почему не срабатывает? Потому что, если я тебя спрашиваю, мыслишь ли ты, да, при этом не очень ясно себе представляя, что такое мышление, то есть о чем я у тебя спрашиваю. Да? Я подозреваю, что ты либо знаешь лучше меня о том, о чем я у тебя спрашиваю, либо имеешь такое же смутное представление, как и я. При этом эти обе гипотезы практически равновероятны. И тогда, когда я получаю от тебя ответ, например, да, или скорее да, чем нет, по отношению к этому ответу у меня как-то в двойном размере возбуждаются те же самые сомнения, что и перед тем, как я тебя спросил. Тогда каждый ответ порождает больше сомнений, чем рассеивает. Вот если бы я знал, что такое мышление. Ну а хорошо, а почему это критерий там, не знаю, того, чтобы отвергнуть это? Вот эту гипотезу о априорной компетенции? Ну, порождает кучу сомнений. А я ее не отвергаю. Ну вы же В сказали. отличие от Бурдье, я просто говорю, в большинстве случаев априорное признание допущений, компетентности респондента себя оправдывает. Нет, просто может быть это такая просто такой как логический вот парадокс, да. То есть тот человек, который рассуждает, Слушай, он опоздал, что ли, на Да, интроспекцию, он- да? опоздал, ну и Про что? интроспекцию я уже рассказал. И парадокс интроспекции, да. Да. Мгм. Ну ладно. То есть как только мы заговариваем о состоянии в себе, мы переходим в другое состояние, и это состояние, о котором мы говорим, исчезает. То же самое о чувствах, переживаниях там, и так далее. Они не даны, не представлены внешнему миру, не имеют репрезентативных каких-то показателей во внешнем мире. Они являются чисто субъективными, внутренними. Нет, вот на это как раз таки я успел. Но я про другое, да? А про что другое? А как бы последние ваши, по сути дела, реплики, да? Вот вы говорите, что когда мы говорим про апельсины, спрашиваем там визави или респондента, да, то наше допущение о том, что он квалифицированно выносит суждение про апельсины, в большинстве случаев оправдано. Нет, это один из этого большинства случаев про апельсин. То есть это категорическое высказывание. То есть признание или допущение компетентности респондента в большинстве случаев оправдано. И среди этих Не, ну если в случаев большинстве есть, случаев это не категорично. Да? в Категорично. большинстве случаев я не имею в виду респондента. Я имею в виду содержание адресованного вопроса. Апельсины входят в большинство. А мышление не входит. Да, и не только мышление. Ну, например, все психологи и психиатры знают, что туда не входит, например, такая штука, как любовь. Потому что приходишь к любому родителю и спрашиваешь: родитель, запиши Я своего понял. ребенка. Я понял. Потому что апельсины не исчезают, да, вот как бы в момент этого ответа, а мышление Я могу исчезает. потом проверить, как он жрет эти апельсины. С удовольствием или без удовольствия. Вот я его накормлю чесноком и апельсинами и посмотрю разницу в выражении лица. Я понимаю, что это очень увлекательно,
Я пытаюсь понять, куда это все движется, потому что это, я так понимаю, как это, преамбула. Вот. И чувствую, что это, конечно, очень увлекательно. Ну, да. Ну, то есть, вы понимаете, да? Как это трудно? Мы понимаем. Мы понимаем, что это невозможно. Ну я, вот, по крайней мере, вот исходя из этой преамбулы. Я не так категоричен, как Калиновский. Я Не, ну если полагаю, уже быть что это, в последовательным. принципе, возможно. Если не принимать вероятностные эти самые, то невозможно. Да. Если принимать, то... Ну, с одной стороны, вероятностные, и в этом смысле мы по отношению к мышлению находимся не в худшем положении, чем эти точные теоретические физики по отношению, например, к квантам. Ох, точные теоретические физики квантом. Ну, да. Или микроботаники. Так. Не заговаривайте. Давайте к нашему. Ну ладно, да. Тезис состоял в том, что по отношению к мышлению его существование или несуществование трудноуловимо. Трудноуловимо. Так. И эта трудноуловимость, она касается онтологических утверждений в настоящем времени. То есть, когда мы говорим про нечто, оно есть или его нет, мы имеем в виду сколь-нибудь продолжительное настоящее время. Если же мы говорим в других временных модальностях, ну, например, в прошлом времени, в прошедшем времени или в будущем времени, то там как бы отношение несколько меняется. Ну, например, мы можем сказать, Чем? Там тоже с показаниями свидетелей. показаниями, И даже вопрос компетентности. показаниями, но там мы можем локализовать мышление в каких-то верифицированных формах, ну, например, решение задачи, или доказательство теоремы, или еще что-нибудь. И тогда мы можем сказать, ага, если там Гилберт доказал там теорему о существовании там каких-то множеств, то, значит, он помыслил про это, и результат его мышления налицо, а при наличии результата мы говорим, ага, это мышление было. Да? Про прошлое нам как бы проще говорить, имея в виду вот как это, наличие в настоящем следствий прошлых событий. А нормальная наука Куна, когда человек просто выполняет процедуру определенно шаг за шагом, и в принципе он для этого ему не нужно ничего изобретать, он берет готовые шаблонные действия. Там нет мышления. Да, Мышление там было нет мышления, на но при этом изобретении там- шаблона. Там да, решаются там. задачи. Нет, ну Поэтому так это ж- зависит от того, да. что мы поставим в качестве верификатора. Да. Если мы поставим решение задач, то будет вот фигня. В смысле здесь. А если, да, известные задачи. Ну, то Если есть смотря поставим каких другой, задач. Потому что там задачи, например, решение. это самое, ну, понимаете, тут вот сказки в этом плане, они ничуть не хуже разного рода теорий, да. Скажем, когда там принцессе приспичило иметь подснежники в декабре, да, то, ну, как бы это задача. Задача принести подснежники. Но это ведь не задача, которую ставит перед собой, например, там, физик, теоретик, доказывая какую-то теорему. Да? Это разные задачи, и по отношению к некоторым задачам мы говорим, не надо никакого мышления для добычи подснежников в декабре. А где нужно мышление? Ну, например, вот когда мы говорим про мышление, это напоминает нам другую сказку. Про «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Грубо говоря, только мы задумаемся об этой сказке, то, в общем, как бы, мы понимаем, что задача яйца выеденного не стоит. Если тот, кто спрашивает, сам не знает, как Можно бы, да, пойти все что угодно. тут нужно выйти за дверь, вернуться с чем-нибудь и сказать, вот тебе. Сходил неизвестно куда, Да. принес неизвестно Да. что. В этом смысле, как бы, вот дурацкость самой постановки вопроса про наличное мышление здесь и сейчас, вот это одна штука, да, и другое дело следы бывшего мышления. И сейчас мне очень важна следующая штука. Существование мышления в модальности настоящего времени, то есть в таком состоянии, про которое можно делать онтологические суждения, есть,
или нету, определяется тем, что мы усматриваем в как бы связке прошлого и будущего. Грубо говоря, еще раз, модальность того времени. Я записываю. Не, ну, наверное, как бы вы уже это не Нет. раз слышали, да? и как бы- Нет. То есть, вот, в принципе, это дальше про это. Проясните, что было сказано. я начал с мышления, переходя к теме нашей предстоящей конференции. Я вот так к ней перехожу. Вот следите за руками. Значит, все вопросы относительно того, что есть и чего нет, являются онтологическими. Все онтологические вопросы ставятся применительно к онтологии, да, с помощью глаголов в инфинитиве. Есть или нет, М? В настоящем времени, наверное. не, инфинитив это не настоящее время. В инфинитиве. Вот глагол есть. Это какое время? Это настоящее. А быть? Пусть это инфинитив, потому что- А быть и есть, ну, как это, есть суть, вот эти глаголы, там разные формы. Этот глагол может принимать разные формы, да? Даже если он грамматически употребляется в настоящем времени, по большому счету он инфинитивный глагол. То есть безвременный, да? То есть это какое-то утверждение, которое не как бы не чувствительно или Не локализуется в локализуемо. модальности времени прошлое, настоящее, будущее. То есть это онтологические Оно сквозное, вопросы, да? И вот онтологические суждения, они как бы вот обеспечиваются этими глаголами в инфинитиве. Да? Когда мы говорим «Бог есть», да, это как Ну да, мы не отношение. про вчера, не Да. как бы не А когда мы спрашиваем, а раньше был, тут сразу же мы, как это, чувство юмора вызываем к жизни. И шутка юмора состоит в том, что если Бог есть, то Он есть. Раньше, сейчас и во веки веков. А вот вчера был, сегодня нет, то это не Бог. Как бы, да? И вообще все онтологические суждения, они вот такого порядка. А затруднения у нас возникают в связке между онтологическим статусом бытия и реематическим статусом бытия. то есть между реематический- инфинитивом и настоящим или там. Между инфинитивом, глаголом, то есть суждением, выраженным с глаголом в инфинитиве, и переводом этого суждения в глагольную форму временную. То есть если с Богом, да, то как бы переведение Бог есть и там Бог был, Бог будет есть, это как бы вот тут проблема, да? Да. Дима есть. Дима был, Дима есть, Дима будет есть. Еще раз. Значит, онтологические суждения при наличии глагола связки, отображающего их онтологический статус, утверждают существование и несуществование чего-то без временных модальностей глаголов. Да? Поэтому каждый глагол, который употребляется в онтологических суждениях, независимо от того, как требует грамматика его употреблять, имеет статус инфинитива. Ну да. Он утрачивает этот статус, эти суждения утрачивают этот статус, когда мы переходим от онтологических суждений к реематическим. То есть пытаемся обнаружить то, что... Теоретически у нас только про прошлое могут быть.
И про настоящее. Почему? Ну, по-настоящему, да. И про прошлое, и про настоящее. Хорошо. Про будущее, соответственно, они всегда в сослагательном залоге, да, условно. Вот. Но когда мы пытаемся обнаружить это дозайн, здесь и сейчас, и мы сталкиваемся вот в этом обнаружении того, что имеет онтологический статус существования в его присутствии здесь и сейчас, поэтому, скажем, дозайн вот, в русском языке переводится или передается словом присутствие или наличие. Да? Наличие, присутствие и так далее. И тогда возможно, ну скажем, строить такого рода суждения. Бог есть. А что значит Бог есть? Опять же, да? Был, есть и будет. Дальше. Если Он есть везде. Но даже при таком отношении к онтологическому Богу мы можем принять к рассмотрению суждение типа такого. Бог его покинул. Или Бог ушел из этой там церкви. Или еще что-нибудь. Да? То есть это уже как бы перевод вот в эти самые реематические формы обнаружения присутствия или наличия чего-то существующего здесь и сейчас, в данный момент. Это мне нужно рассуждение для того, чтобы спросить себя. Когда мы говорим про то, что летучий университет заряжен на культивирование мышления, то отличаемся ли мы чем-нибудь от тех безумных и немыслящих учителей, которые рассказывают налево и направо, как они учат своих учеников самостоятельно мыслить. Мы вообще, вот когда говорим про мышление в летучем университете, мы говорим правду, реематическую правду, или мы лжем? Мне кажется, что, по крайней мере, когда я это говорю, это не связано ни с онтологическим статусом, ни со статусом здесь и сейчас, а скорее с перформативным, даже не будущим, да, а скорее с установкой. Да? Ну, то есть со слагательным наклонением, да? Нет, это связано с интенцией, которая меня ведет в моих действиях. Да? Ну, вот, я не знаю насчет сослагательного наклонения, то есть это вот скорее... Я понимаю. Ну да, я думаю, что вы понимаете, что я понимаю, да, что то ты есть имеешь в я виду. не могу предъявить, ну или в смысле, наверное, могу, но это, ну, мне кажется, идиотическим этим самым. Там некие реематические подтверждения того, что что-то здесь сейчас прямо состоялось или было. Ну, наверное, можно, да. Я как бы имею утверждение о том, что там мышление в университете есть, ну, как бы существует. Ну, наверное, я не рассматриваю это как онтологическое, да, а скорее как деятельность. Вот, знаете, вот, смотрите, Да. если вы будете так рассуждать, да, то обязательно придет какой-нибудь хмыль, типа того, Да, и как скажет, что Герберт это Уэллс приехал в Москву в 1921 году, да, и наслушался ленинских рассказов. И сказал: кремлевский мечтатель. Да? Но у нас есть... Вот Водолазский — это такой кремлевский мечтатель. Не, не кремлевский. Я не согласен, что вы Во-первых, кремлевский. Кремлевский, во-вторых, не читатель. Нет, ну как, тогда я, если вызову тебя свидетелем относительно того, что ты рассказываешь про летучий университет, да, и спрошу тебя про мышление, то мы попадем в ту самую ситуацию, про которую я как бы предварительно рассказывал. С Мы интроспекцией. не попадем, потому что я не делаю онтологического утверждения в принципе. Нет, ты делаешь свое утверждение не онтологического порядка, но похожего на ту сказку, которую я упоминал. Да? Она говорит следующее. Вот смотри, когда царь говорит этому Ивану Дураку: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, он его посылает в будущее. Нет, Да? Посылает зачем-то, о чем не знает. Примерно так же и Водолазская говорит: для меня мышление есть интенция на будущее. Нет, я вот говорю другое. Я говорю, что мышление в летучем университете – это не характеристика объекта, а характеристика моей деятельности. Характеристика меня.
а не объекта мышления, как Нет, там. ну вот понимаешь, тогда ты мне напоминаешь не кремлевского мечтателя, а Лукашенко, который говорит, блин, у нас бедная страна, нет природных ресурсов, нам нужна нефть. Давайте рыть здесь, давайте это самое искать. Должна быть. Да. Спрашивается, ты что делаешь, Лукашенко? Я нефть ищу. Слушай, а почему здесь? Ну, блин, а какая разница, где? Я его ищу, как бы, да? Водолажская приходит, говорит, нет, Лукашенко дурак, он нефть ищет не там, где надо. Я умная, я мышление ищу. Потому что я знаю, что его можно найти в любом месте. Одно и то же. Ладно, хорошо. Теперь расскажите, как вы умные. Как правильно. Я сейчас расскажу, как правильно. И это, ближе к теме. Итак, Давайте к проблеме вернемся все-таки еще раз. Вот с этой связкой, я что-то думаю, что не до конца догнал вот этой инфинитивной онтологичности и реоматической этой. так, а что ты не догнал? Проблема в чем? Самое. Мне казалось, я попытался изложить это настолько ясно, что вряд ли я найду более ясную форму. Может быть, я смог бы ответить на какой-то Конкретно. поставленный вопрос, да? Не, ну конкретный вопрос, в чем состоит проблема, да, вот в установлении таких связей? Слушай, Бог есть? Да, есть. Где? Предъявили. Нет. Не верим. А тут? Гагарин летал? Не видел. Не видел. Понимаешь разницу, да? Докажу. Чудеса, там, ну что-нибудь такое. Ну, вот Чудеса ничего не доказывают. Ну, Да, Мацкевич же ходит про Бога, там, Вот тоже размышляет, вот, этот значит, Бог есть. мерила Ну, божественности. это- Москвич развлекается. А чем плохо? Онтологическое Реоматическое, онтологическое Да. доказательство. Онтологическое доказательство Бога это Москвич. который говорит о Боге, да? Да. Ну так понимаешь, уже как бы 1000 лет все Вот, смеются давайте над еще онтологическим что-нибудь доказательством, да? И в общем правильно делают, потому что еще Квин, как его там, Север или Квин, Тертулиан сказал, верует в абсурдум эст. Вот это было там, в каком, 4 веке, Это в третьем 3-м. веке как-то, да? 700 лет прошло, люди поглупели, пришел Ансельм и сказал, что как бы, я не верю, я доказательства имею. Доказательство состоит в том, что если я думаю о Боге, значит он существует. Так а проблема в чем? Проблема в мышлении. Но с мышлением то же самое. Знаешь, как это? Мы вчера в публичном доме были? Были. Помнишь, чем занимались? Да. С рыбками. Так вот у бабочек то же самое. Вот. Но тогда, значит, в проделанном рассуждении, я пришел к выводу, который вам как бы еще раз озвучиваю, да, и предлагаю его к рассмотрению, что не имея никаких возможностей установить присутствие или наличие в настоящем времени онтологических сущностей, типа мышления или Бога, мы можем судить о их существовании, реематическом существовании, но выраженном глаголами в инфинитиве, по следам, обнаруживаемым в настоящем, следам прошлого присутствия его. Ну, как с теоремой, да? Показанная теорема является определенным образом утверждением, не доказательством, да, а утверждением о том, что она была доказана с помощью мысли, значит, мысль была. Была, Владимир Ильич, он сейчас. Конечно, Ну, конечно, хорошо. конечно. И дальше. А? Что? Ну,
Летучим то же самое. Нужно Теорему доказали? С прошлым разобрались, да? То есть обнаружение следов и результатов, да, позволяет судить о том, что в прошлом было мышление. Если есть достойные доверия следы или результаты мысли. А если следы и результаты мысли, ну как это, не очень убедительные. А вот мне объясните, зачем мы сейчас ищем это все? Затем, что, если я спрошу, какое событие, мысли вы можете вспомнить в летучем университете прошлого? Что вы мне на это можете показать, как свидетель? Я даже вас не спрашиваю, я рассуждаю дальше. Чтобы вас спрашивать, мне утомительно будет. Иголки под ногти загонять, еще что-нибудь такое, да. Ну, например, я выдвигаю для себя предположение, что события мысли в летучем университете были 3 предшествующие зимние конференции, которые не имеют за собой результатов в виде решенных задач или доказанных теорем. Ну, почему вы их тогда выдвигаете как на следы, да, или там На премию события, да, наличие мышления. Знаешь, с чего начинается математическое рассуждение? с аксиомы? Любое. Нет, с аксиомы, а с полагания. Берем прямую, например, или там, берем точку. То есть вы сейчас говорите, допустим. Я говорю, допустим. Нет, допустим, и Я берем, делаю- это разные. Я делаю предположение и допущение, ну, как бы, я могу, вы меня можете спросить, с какого бодуна ты делаешь такое допущение? Да И я вы понимаю. ответите, что надо же что-то взять. Да, Ну, что- с одной стороны, нет, с одной стороны, это я только что тебе это сказал, да? Как бы развивая реплику Татьяны про то, почему я считаю, например, прошлые конференции событиями мышления. Как бы, да? Ну, я так кладу их, полагаю. А полагаю я их, основываясь на своем опыте интроспекции, которая только и дает мне возможность ловить состояния, бывшие у меня, распознавать их как однотипные. Ну, например, если я однажды в жизни испугался, мне родители рассказали, что ты сейчас испугался. В следующий раз, испугавшись, я понимаю, что я испугался, и как только я себе это говорю, что я испугался, я перестаю бояться, ну и продолжаю делать дальше что-то. Нет, не можем на это пойти. Потому что мы эту квалификацию вообще вставим в зависимость от психологического там, или какого-то другого состояния Мацкевича. То есть если Мацкевич пойдет в маразм и начнет как бы объявлять там все, что не попадя, Есть как бы такая мышлением, да, то есть, что- Справедливая критика, Дима, справедливая. Абсолютно справедливая, я с тобой полностью согласен. Поэтому я хочу оторвать. Полагание я могу сделать, основываясь на Хорошо, своем да, я понял. Это первый извращенном шаг, личном опыте. А потом надо что-то более. Ну, конечно. Хорошо. Потом я должен сделать это достоянием нашим общим. Ну, И хорошо, тогда- ладно. И тогда, говорю я, если я полагаю или выдвигаю предположение о том, что 3 прошлые зимние конференции были событиями мышления в университете летучем, то сделать, ну или как, получить для себя подтверждение того, что это действительно так, я могу, спроектировав будущее некое событие, да, таким образом, чтобы, тут несколько моментов, как бы, плохо согласуемых друг с другом. В следующем шаге будущего, как это, плюс квант-эффект, да? Или как это в английском называется? Future. Ну, будущее там после будущего, которое пойдет.
Далеко. В еще более далеком будущем, оглядываясь назад, я четвертую конференцию смогу квалифицировать как событие мышления. Это первый пункт, да? То есть я думаю, что... Какой пункт, то есть исходя из... Если он знает, Это предположение. Ну, хочешь перенестись в будущее и смоделировать, типа, получить... Я хочу спроектировать будущую конференцию таким образом, чтобы через год, после того, как она будет реализована, я смог сказать, что эта конференция была событием мышления. Так, понятно? А, ну да, понятно. Это первый пункт. Второй пункт. Эту конференцию уже не я хочу, а надо спроектировать таким образом, чтобы она имела преемственность с прошлыми конференциями как событиями мышления. Таким образом, мы как бы должны сделать, ну или там, Преемственность в этом месте, сопричастности к мышлению, да? То есть, или... в этом месте появляется как доказательство, да? В длинном доказательстве теоремы появляется лево. То есть нам надо тогда представить мышление как процесс, а не как событие. Понятно? А что значит как процесс? Это означает, что трудноуловимые в реематическом пространстве, то есть с помощью глаголов было, есть и будет, да, нечто, нужно уловить так, чтобы справедливость этих глаголов, да, ну, была автоматической. Ну, вот давайте, например, скажем, мы с Николаем пошли на первый этаж. И нам с Николаем вдруг понадобился третий наш товарищ и друг Галиновский. Мы его на первом этаже не находим и спрашиваем друг друга, где Галиновский? Галиновского нет в нашем вот, восприятии. Да? Здесь сейчас Галиновского нет. Тогда что мы можем сказать? Мы можем сказать, Галиновский был в семинарской комнате на втором этаже. Был. Да? Но от того, что он был, не факт, что он там и остался. Да? Так, при этом, как бы, мы там занялись еще чем-то, да? Потом решили подняться на второй этаж, заходим в комнату и обнаруживаем там Галиновского. Да? Спрашивается, в тот момент, когда мы задумались о бытии, реематическом бытии Галиновского, он был там, где мы его предполагали найти? Хрен его знает. Мы его видели в прошлом, увидели его в наступившем будущем, а вот где его носило, когда мы им интересовались, никто не знает. Был ли он вообще? Ну да, это в этом, в лейтенанте Коломбо, да? Там... Нет, это не в лейтенанте Коломбо, а это в исламском атомизме временном. А? Ну ладно, может там что-то схожее. Нет. В исламском временном атомизме Каждый новый миг это акт творения Аллахом, да, мира. Поэтому вещи не двигаются, движений нет. Мир постоянно Да? сотворяется. Старения, там, взросления нет. Просто Аллах каждый миг Паша, творит. как Какого ты Галиновского, которого он сотворил? И может оказаться, что в какой-то миг Галиновского не существовало. Аллах Предшественно отвлекся и забыл сотворить Галиновского. Потом, услышав наше с Николаем рассуждение, сотворил его ровно там, где мы его собирались найти. Так все и есть. Но это как бы абсолютно завиральная как бы концепция. Да? Здравый смысл нам с Николаем подсказывает, что если Галиновский был в этой комнате в прошлом, когда мы прожили определенный кусок Не мог времени, далеко уйти. нашли его там же, где он был в прошлом, да? Мы предполагаем, что в тот момент, который мы помним как настоящее, когда мы задумались о Галиновском, он был там же. С Галиновским понятно.
Из конференции точно так же, да? С мышлением. С конференции с мышлением. Мы же про мышление говорим. Так вот, с мышлением точно так же, если мое предположение о том, что 3 предшествующих конференции были событиями мышления в летучем университете, это про прошлое, да? Если нам удастся сделать в будущем события, которые мы можем квалифицировать как события мышления в летучем университете, это даст нам основание считать, что как Галиновский сидел в этой Что весь год мышление. так и мышление имеет место быть в летучем университете. Красиво у вас получилось. Чё? Но мы же не уверены, что все это, что Галиновский не выходил. Да, мы тоже не уверены, что мышление не выходил. Какая разница? Нет, правда недалеко. Нет, конечно, но алиби-то у него нет. Да. Владимир Владимирович, мотивация понятна. В смысле, мотивация, что только сотворив очередное событие мышления, мы сможем доказать, что оно у Как нас я весь понял, год. надо Это- приглашать опять Никитина. Одних свидетельских показаний Маскевича недостаточно. Чем больше будет толпа. Ладно, Владимир Владимирович. Нет, а что нам Никитин добавит? Если Водолазская нам врет на каждом шагу про мышление в летучем университете, то чем Никитин лучше Водолазской? Если они будут врать одинаково, то есть вероятность того, что это правда. Да. Нет, мне же с тобой договориться надо. Для того, чтобы мышление в летучем университете, вот через такую процедуру, как я тебе описал, да, как с тобой, так и с мышлением, да, чтобы как бы это стало не бредом моего воспаленного сознания, а фактом нашей совместности, для этого мне нужно с тобой договориться. А Водолазская незаметно к нам присоединится. Да, подтянется. Но все равно здесь очень много интроспекции. А? Интроспекция. Но теперь смотрите, какая штука. Философия 20 века, заряженная гегельянской категорией иного, породила вот как диалогический подход. Да? Он рождался в муках, начиная там с признания, ну скажем, наличия других культур, там, цивилизаций и так далее, да? А не только поступательного развития своего чего-то. Но вот в 20 веке это привело к тому, что философы стали думать о диалоге. Думая о диалоге, долгое время они как бы не то что психологизировали это, но не особо углублялись в онтологические проблемы. Как только мы начинаем углубляться и связывать онтологические построения с диалогической философией, да, мы говорим, что онтология – это не то, что рождается в одной голове и появляется на доске из одной головы. А онтология – это то, что появляется в трансцендентальном единстве перцепции как идеальные объекты, да, в совместной и на встречной деятельности разных иных. Да, иных. И в этом смысле мышление в летучем университете может быть идеей фикс, водолазской. И тогда это остается фактом ее сознания. И тогда это удовлетворило бы, например, феноменологию гуссерлианства с его там внимательным отношением к Дазайну, там, и так далее. Да? Но не может удовлетворить всю традицию диалогической философии. Всю традицию не могу удовлетворить. Ладно, мне это сам не Я просто понимаю, что пока очень интересно мы достигли только того, что следующая конференция, в которой будет мышление здесь и сейчас, будет способом доказать нам самим, оно бывало и общим раньше. пользователям, что мышление в летучем университете есть. Это я поняла. Дальше меня волнует, что подлежит мышлению на следующей конференции и как это организовать так, чтобы это было... Вот. Ну так вот, значит, для того, чтобы нам построить конференцию летучего университета, зимнюю конференцию летучего университета, которая могла бы быть
для нас, если не доказательством, то предъявлением. Да? Предъявлением тогда и потом, там и потом события мышления, да, мы должны процессуализировать это мышление и сказать, что три предшествующие конференции, да, были шагами или этапами разворачивания мысли, продолжением которой станет конференция, которую мы планируем. Это понятно. Понятно? Но тогда мы не произвольны в определении темы следующей конференции. Мы уже повязаны определенной необходимостью определения этой темы, и этой необходимости должны следовать. Ну, например, эта необходимость определяется там, типом задач, которые ставятся. Да? Ну, то есть это не тематизмом определяется. Ну, знаете, как это, я просто помню. Не самим тематизмом, как Да. топическое, вот как Да. топ, да? Как забрасывание топа. Я дальше могу утверждать, что все конференции, которые делаются людьми по традиции, да? Вот, надо делать конференцию. У нас такая традиция есть. Мы делаем конференцию. Да, каждый год мы с друзьями ходим сначала в баню, а потом на конференцию ведущего Не, университета. ну тут, как я понял, вот эта процессуализация мышления, да, про которую вы говорите, это и является вообще нервом Ну, того, похоже на то, да. Похоже на то, является. того, что будет там на следующей конференции. Вот, что будет на следующей конференции, я не должен знать. Нет, почему не должен знать? Ну, потому что будущее непредсказуемо. Ну, непредсказуемо. Погода тоже непредсказуема. Ну что, прогноз, что ли, не смотреть погоду? Ну, погода в гораздо большей степени предсказуема. Просто факторы мы не знаем все, чтобы предсказывать. А чем больше факторов мы учитываем, тем более предсказуемой является погода. А вот в мире деятельности мышления так поступать нельзя. Поэтому мы можем определить параметры будущей конференции. В частности, мы обязаны придумать топ, тему. Да? И эта тема придумывается достаточно просто, между прочим. Итак, первая конференция у нас касалась завязывания онтологии мышления на конкретную белорусскую ситуацию. То есть привязка онтологического мышления к ситуативной практике. Помните, да? Она так и была по теме «Интеллектуальная ситуация в Беларуси». Вторая конференция у нас была по теме «Начало». При этом, как бы, начало в таком кондовом, простом понимании мы можем квалифицировать как прошлое. Я сейчас не углубляюсь в все то, что было в конференции про начало. Следующая конференция у нас была про настоящее. И, соответственно, если мы рассматриваем тему второй конференции, третьей конференции в связке с первой конференцией, как вневременной привязки онтологии и мышления к ситуации, то мы говорим, логично, чтобы тема четвертой конференции касалась будущего. Но это формально... Это мне напоминает как это, обсуждение курса лекции Бабкова на какой-то летней школе. Там, где было, ну, типа, там, я уже не помню, там текст, и там что стише. А Пушкин это было, ну, потому что красиво, треба ж было шеститретие. Ну, да, так и было. тут. Если прошлое, настоящее, ну, будущее, конечно, а что Ну, еще? логично. Да, Нет, железное. логично. Но мы себя подводим к краю
после четвертой встанет вопрос пятый. Апокалипсис там, да. Нет, Владимир Поэтому Владимирович, мне кажется, что вот эта логичность определения, ну или в смысле логика в разворачивании, она не связана там Подождите, тематически, ну, просто подождите. настоящее А будущее. какова принципиальная суть ваших возражений или вот такого Потому как что бы это профанирования того, что я сказал? Потому что это похоже, знаете, я включу, что запутать хочу. нет, ну это ладно, да, вот у меня как бы непонятно мне лично, да, то есть процессуальная схема мышления, которая лежит в основании этих представлений о мышлении и исходя из которых определяются вот эти вот шаги. У меня университетский семинар, вот видите, комментируй сегодня. Докладывай. Еще раз. Специальность по-другому что-то. Я как бы могу свое повторить, да? Да, То есть, возможно, это там неправильное понимание, да? То есть, как вот я понял, да, что для вот этих вот всех там, доказательств, да, существования и наличия там, мышления в летучем университете должна быть процессуальная схема этого мышления. Нет. Нет. Ну, вы говорили про процессуальность, в смысле про закидывание в будущее, чтобы... Про процессуальность я говорю оценить то, именно чего вы не в видели. том смысле, да, что если будущее событие, мышление может рассматриваться как шаг или этап, да, последний по времени, но не последний по смыслу, но при наличии предшествующего. То есть он в ряду этих шагов, этапов. Тогда да. Но это не является, ну скажем, вот когда я вас спрашивал, да, я спрашивал про вашу как бы интеллектуальную подоплеку ваших сомнений. Так вот, то, что я сейчас сказал про тему топ, да, будущей конференции, это есть формально-логическое построение, которое никакого отношения к мышлению не имеет. Ну, я так, в общем, Санины возражения и интерпретирую. Поэтому я говорю, что это всего лишь формальное название конференции, которое должно обеспечить преемственность шагов, сделанных в прошлом. А вот содержание... Ну, подождите, мне кажется, что ну, как бы мы можем, конечно, там, согласиться с наличием такого формального там, покладания на следующую конференцию, формально-логического, да? Но мне кажется, что продолжение, ну, собственно, логика продолжения, она лежит не в формально-логическом этом триаде, да, потому что, ну, что после прошлого и настоящего, да, а в продолжении того же способа постановки вопроса о чем, ну, что является предметом мышления. Потому что когда мы там начинали, мы же не задавали, а вот давайте мы сейчас начнем с прошлого и закончим будущим. Каждый раз тема возникала актуально. Более того, я И скажу, актуально что вторая возникала... конференция по теме начала, да, Да. она вообще не рассматривалась как прошлое, Да. как конференция про прошлое. И поэтому... Но, между прочим, и про настоящее это было не столько про время, Да, сколько про настоящее, в смысле соправленное. Да. Да? Не теперешнее, а соправленное. И в этом смысле, мне кажется, что ну, как бы логическим как раз продолжением является вынесение на конференцию того вопроса, который на сегодняшний день для нас самих, ну, в том числе для там, сообщества и развития летучего университета, является там, принципиальным. Так это было, когда мы говорили про начало, когда мы пытались выяснить, так он есть уже или нет, да, когда началось то, чего, ну, такие явления, как там, университет. Да. То же самое было про настоящесть. И про будущее это тоже скорее ну, как бы, потребность внутреннего ответа, а не просто ну, там, триада красивая. Вот относительно той манеры медленного выстраивания, да, как бы проекта будущей конференции, которую я выбрал на этом докладе, на этом семинаре, ты забегаешь вперед, очень торопишься.
я пока остановился. Пока вы добежите. Я пока остановился только на формальной шильдочке, да, на формальном обозначении темы. Даже эту тему можно подвергнуть сомнению. Но Зачем? Если это формально какая-то логическая связка, зачем ее подвергать сомнению? вот почему? Значит, формальная логика не имеет отношения к мышлению. Это автоматизированный способ выведения каких-то суждений, да, из других суждений. Поэтому я суждение как бы развернул, из него, соответственно, вывел полагание. Но что я вывел? Итак, первое. Что там я тебе рассказывал про эти первое, второе, как бы? Ну, первое полагание о том, что суждение о там, наличии или отсутствии мышления, это базируется на личном ощущении, личном опыте. Нет, откуда оно берется? Да? Но оно является искомым. И вот когда мы говорим, что мы дали название чему-то, как бы, да, то мы дальше должны заняться критикой. И вот это вот название, оно относится к этому. Что у нас является искомым, из чего я начинал? Искомым является мышление, а не метафизическое бытие и время. Да? Поэтому нельзя рассматривать темы этих конференций, начало, настоящее и будущее, да, в плане вот как бы разворачивания времени. Да? Мы не про время строим, хотя время там постоянно присутствует, но мы не про время говорим на этих конференциях. Тема этих конференций сквозных, опять же, является то, что является миссией и назначением летучего университета, то есть мышление. И тогда, когда мы говорим, общая тема конференции, на которую мы приглашаем участников, содержит в себе существительное будущее, то это формальное обозначение, как бы, да? Тогда как искомым содержанием в этом по-прежнему является мышление. Причем мышление не в метафизическом и не в онтологическом даже смысле, потому что в онтологическом мы пока находимся на уровне полаганий, вот этих вот допущений, да? А в рейматическом смысле. Это есть, грубо говоря, проверка наличия мышления в летучем университете. Или еще проще, влет водолазское или не влет. Вот что проверяется на этой Так, конференции. что является проверкой? Формулировка темы? Конференция. Сама конференция. Сама конференция является Какое вы событием. предложили название? Будущее. Как такового названия еще нет, есть существительное в этом названии. Да. Это существительное, это будущее. В смысле, подлежащее, не существительное, подлежащее. В романтическом смысле. Вот. То есть мы строим конференцию как проверку наличия мышления в летучем университете. Эта проверка состоит в придании процессуальности и длительности мышления в летучем университете. Длительность задается преемственностью предшествующих шагов мышления с последующими. Я понятно выражаюсь? А можно еще вопрос? Сейчас я Таня это самое. Так, а как, в чем вопрос состоит? Как мы должны мыслить Я хочу, будущее в да, летучем я университете? я понимаю. Но мне, то есть ваше вход и суждение понятия принимаются, для меня. Теперь, то есть дальше возникает вопрос, для того, чтобы осуществить эту проверку, мы должны ответить себе на вопрос, а каким образом мы должны мыслить? Я тебе, Мышление, у меня есть бывает, автоматический будущее. ответ тебе. Автоматически не надо. Выключите автоответчик. Да. Ладно, не хочет, не может. Чего ты хотел спросить? Ну, вот я еще когда читал анонс на сегодняшнее мероприятие,
внимание, что при том, что выделяется вот эта тема будущего, как сквозная, там есть в самом анонсе как бы два захода к определению этого будущего. Они по мне несколько противоречивы. И я вот хотел спросить, какой из них лучше нам все-таки выбрать? Первый из этих заходов состоит в том, чтобы будущее трактовать в контексте таких футурологических схем, ну, вот как там было формулировано 2100 год, 2050 год, неважно. Когда просто полагается некое будущее отдаленное, в которое мы можем пытаться заглянуть, исходя из сегодняшних перспектив. Это примерно как там писали всякие итальянские утописты в 15 веке. У Мерсье, там, 2022 год, это есть у него антиутопия. Вот. Это один путь. Второй, который там намечался, это, в общем-то, тот, который, как мне кажется, есть логическое продолжение вот первого установочного доклада Татьяны в этом сезоне. Это будущее, которое является, скажем так, скорее попыткой задать ту перспективу, задать те ориентиры для дальнейшего движения, для мышления, как некий вызов и для ведущего университета, как вызов для как раз наличия в нем мышления или отсутствия. И тогда это другая перспектива. Потому что это уже не просто фантазирование, исходя из наличных перспектив, куда это все приведет, а попытка спроектировать, заложить как-то программно видение того будущего, которое есть желательным будущим, которого надо приближать, стремиться. И тогда может, у меня вопрос, может из вот этих двух вариантов стоит определиться, и почему не определиться в сторону того, что предлагала изначально Татьяна, то будущее, которое есть вызовом нам. То есть вызовом, можем ли мы задать вот некое такое будущее, перспективное видение того, куда должна там двигаться Беларусь, куда должно двигаться белорусское мышление и прочее. Татьяна, ты забыл упомянуть, там еще есть красивое слово «утопия» в этом анонсе, да? И как только она начала прибегать к категоризации своих размышлений, да, чего-то через утопию, это по большому счету означает проблематизацию в нашем подходе очень многих вещей. Ну, в частности, у нас на нашем как бы онтологическом временном, как бы, в нашем онтологическом временном представлении, да, есть несколько способов связки временных вот этих вот модальностей. Да. Есть естественный или эволюционный путь из прошлого в будущее, в котором неуловимое настоящее превращается в миг. И это прогноз. В смысле, и угадывание этого будущего – это прогнозы. Прогнозы, там разные. Ну, я эту схему в целом помню, да, можно вкратце. Но вкратце так она в чем состоит? Значит, есть искусственный технический путь, да, который имеет несколько там вариантов, а именно проектирование и прогнозирование в первую очередь. Его иногда еще называют там эволюционным путем там, и так далее, и так далее. И инновации еще. И у нас есть еще инновации. Да? Инновации, которые мы определяли или приходили на киевской игре к этому, да, как путь Из будущего в прошлое. из имплантации будущего в прошлое, да, инновационно. Категории, которые носятся в Водолажское последние несколько месяцев. Да. Мечта, да. Это в смысле про утопию, еще мечта. Да, но мечту мы пока не категоризовали никак. Мы мечтать мечтаем, но куда не рисовать. Так вот, когда она говорит про утопию. Утопия –
если начать ее рассматривать в том залоге, как ее склоняет или юзает Водолазская, проблематизирует вот этот вот искусственно-технический способ перехода из прошлого через длительность, темпорализацию настоящего и пролонгирование настоящего, да, и переход в будущее. Она фактически говорит, что вот этот вот путь, искусственно-технический или революционный путь связки прошлого, настоящего и будущего не годится для такой реальности, как игра. И тогда утопия для нее есть отрицание проектов и программ, а есть достижение некоего посюстороннего единства перцепции тех, кто движется из прошлого в будущее. Ну вот я бы, если на Ну, это... естественно, когда Мор, допустим, рисовал свою утопию, его же не волновало, как английское общество может перекочевать. Да. Да, но вот что думал себе Мор, мы с трудом себе представляем, как бы, да, в данном случае мы работаем с категорией Водолазки. Я могу себе представить, где разместить эту утопию вот на этой схеме. Если в эту схему добавляем этого вот, который здесь, собственно, Да. осуществляет переход, и если он множественный, подождите, Да. то утопия это вот здесь. Коллективный Это экран. то, что, в Да. принципе, позволяет что-то потом И закинуть. никак не там. Не так, да. Но весь его пафос состоял в том, что отсутствие вот этого, этой утопии или мотивирующей силы утопии делает Невозможно личный проект. синхронизированное движение. Или- Ни такого типа, ни такого типа, ни такого даже типа. Примерно так выглядит сейчас. Вот. И что прежнее, то, что помещалось там сверху, оно теряет свою, я не знаю, мотивирующую, натхняльную эту силу. Да, но Почему когда... утопия не может быть в будущем? А? Почему она никак не Ну, может она себя в этой проецировать? схеме- А у нее место Нет. локализовано оно в коллективном сознании. Ну, замечательно. Но если она реализуется, допустим, в будущем. Вот Нет, смотри. утопия – это то, что лежит в моем сознании, когда я строю проект реализации. Проект, который реализуется, он никогда не равен утопии. Из утопии утопия можно это- попытаться построить проект. Она И есть тогда он следствие. туда размещается. Не она сама по себе, а... Ну, понятно, что идеализация, она никогда не равна. Да. И не просто идеализация, потому что если мы таким образом локализуем на схеме утопию, да, и понимаем замысел и интенцию Водолазской, то она говорит следующее. Я, Водолазская, понятия не имею, каким будет летучий университет завтра. Тут еще надо иметь в виду характер и психологию Водолазской, насколько ей тяжело такое признание. И вообще такое отношение. Она же человек, в общем, старорежимный. Ей надо план. Давайте исходную психологию Слушайте, так Водолазской. только разваливает всю схему вот эту Ничего вот я не дорисовку. разваливаю. Ничего не разваливает. Так вот, я продолжу дальше. Стрелочки теряют смысл. Ничего Вообще не как бы... теряет смысла. Проблематизируются стрелочки, которыми обозначены проектно-программные работы в деятельностного периода развития методологии. Я бы сказала, Я что же говорю, разваливает. ничего не разваливается. Обычно мы Они же не ищем, утрачивают своего смысла. ищем проблемы и организуем деятельность в отношении этих стрелочек. Я утверждаю, что сейчас мы не можем организовать деятельность по этим стрелочкам, потому что мы не имеем наличие там этого общего образа, общего понимания, оно дает возможность вообще работать по этим стрелочкам. Когда этот образ распадается, то у нас нет самой возможности работать. Я переношу проблематизацию в другое место. Более того, Вопрос не в том, обратим чтобы проект внимание, спроектировать и реализовать его. Вопрос в том, чтобы нам решить вообще, куда, к чему это, о чем нам мечтать, чтобы спроектировать этот проект. Причем нам. Как-то так. Нам. И инновация водолазской в зарисовке Да. состоит в том, что обычно, рисуя схему шага развития, мы рисовали нам позицию. Позиция, которая раздвигала миг настоящего, и пролонгировала его. И этого было достаточно. Здесь же появление второй морковки отсылает нас к тому, что я пытался, но не развил эту самую тему с диалогичностью. И в этом смысле фантастика
фантазии, там и прочее, как бы, да? Вот из такого рода утопирования или антиутопирования, как бы, да, должны быть исключены, потому что это есть результат совместной работы на встречности, да, участников этой штуки. То есть самих по себе фантазий как таковых здесь заведомо недостаточно. Ну, и в Но результате- в то же время есть там ваша идея политтехнологии третьего поколения, которая ну, как бы, исключает коллективный субъект, ставит туда единый субъект, который технологически, я не знаю, там, навязывает свою утопию всем остальным, и как бы схема Ты продолжает же работать. помнишь, чем я заканчиваю это? Вот такая хрень должна быть запрещена Ну в да. наше время. То Да? есть, как бы, Потому что это есть Домой. возврат в дремучее рабовладельческое прошлое на современных информационных технологиях. Почему тогда в названии будущее не заменить действительно мечту или утопию? Ну, оно я же не- готова заменить. А я не стану настаивать, между прочим. Я сейчас разворачиваю, как мне кажется. Настаиваться на чем? На слове будущее или на том, что Да заменить? назовите, как это, следующую конференцию словом понятно. утопия с использованием имени существительного, да, и подлежащего утопия. Я сейчас разворачиваю, как это, мысль, да. Ну, да. Главное, что это следующая конференция. Следующая конференция должна в соответствии с этим неокантианским принципом да, стать основанием для утверждений о том, что на предыдущих 3 конференциях было мышление, а значит, оно есть и между конференциями. Ну, это мысль ваша понятна. Как мы это должны сделать? Вот. Мыслить. Час. Единственное, что мы можем сделать, и что мы можем позволить себе на этой конференции мыслить. То есть если мышления на ней будет, то все оправдается. То, возможно, Причем скорее всего, мыслить не просто так, да, не отвязанно и отрывно, а с отсылкой и учетом и опорой на 3 предшествующие конференции. То есть это должно быть именно 4-м шагом по отношению к сделанным шагам. Ну, не каждый шаг обязательно сделать. Можно подвергнуть это сомнению и проскочить какие-то вещи, ради Бога. Но отсылаться критически или позитивно к имевшему место быть событию мышления обязательно. ну, меня сейчас все-таки волнует это, то самое подлежащее, да, мне больше нравится вариант утопия, собственно, чем будущее, поскольку будущее, оно сразу имеет в виду, и чаще имеет в виду Проекты вот эти и- проекты, программы, а еще чаще прогнозы, Да. что, ну, как бы, вот совсем не хотелось бы Замусорено оно. этим заниматься, но для того, чтобы поставить в качестве этого предмета, объекта мышления утопию, ну, или продукта мышления утопию, надо, в общем, как-то понять вообще, как это возможно организовать, это раз, ну, как это можно задать, и второе, собственно, утопия чего? Потому что я видела, это не университета, да, а как минимум там, ну, общество. Ну, то есть, имея в виду все-таки. Но тогда там, тебе социальную утопию. придется разобраться с такими вещами. То есть эта утопия должна быть non-fiction. Да? Вот А мне не слово фэн- утопия, кстати, не меньше фэнтези. нравится, потому что утопия все-таки отсылает к несколько себя дискредитировавшей практике построения этих всяких утопий, то, в общем-то, обычно и заканчивается тем, что утопию писали и, в общем-то, забывали про нее тут же. Антиутопии реализовывались гораздо чаще и эффективнее. А вот мне, например, больше нравится даже понятие мечта, вот даже в киндовском этом понимании у меня есть мечта. Только вот здесь скорее имеется в виду у нас есть мечта. Да. Ну, Но тут понимаешь, Павел, какая играть. штука? Вот, Я понимаю, что мечта это Да. не так научно, как там утопию, Нет, допустим. это не важно. Тут вот сегодня боярин
избил дебила, но талантливый. Да? Он, значит, в своем фейсбуке пишет. Я даже сейчас точно не произведу. Национальная идея, он говорит, да. повинна не переконывать, А а натхнять и приводить. Да? Так вот, утопия нужна не то, что мы должны создать, должно Да. не натхнять и вабить, да? Антиутопия, пугать. полохать и отваживать, да? А не для того, чтобы как бы ее строить или не строить. Да? Это разные вещи. Но помимо того, что вот Боярин обозначил, да, это то же самое и к утопии относится, как и к национальной идее, про которую он это сформулировал, как бы, да? Но у нее еще есть вторая функция. Эта функция абсолютно рациональна уже. Не вот это вот пафосно-чувственная, как бы, да, а рациональная. И утопия является основанием критики сегодняшних действий и шагов. Не прошлое, как бы, да, и логичная последовательность, выведенная из прошлого, а вот это вот приватное будущее, да, она должна выступать основанием для оценки того, что мы делаем сегодня. Понятно, она же может игнорировать позже. Ну да, ну да. И вот если мы это понимаем, как бы, да, вот со всеми этими рассуждениями, то дальше открывается, я бы сказал, широчайшее поле, да, для индивидуальных тематизаций докладов, выступлений и критики. Вот, с одной стороны, открывается широчайшее поле, с другой стороны, я размышляя о том, как это можно и нужно было бы организовывать, понимаю, что если иметь в виду в качестве важной характеристики эту встречность, то есть это не просто фантазии, многообразие фантазий, да? А то, что как бы смыслом нашего события мышления, да, должно стать некоторое создание общего видения. То есть навстречность это да? искомое, да? Это искомое вот это, которое исходит из навстречности, а не просто многообразия. Да? Подождите, я еще не договорила. И тогда вопрос того, кто будет искать эту навстречность, кто будет искать эту утопию. Тот наш человек. Нет. Он не будет искать. И от круга того, кто вовлечен, сильно зависит то, что может получиться. Я объясню, наверное, по-простому. Да? Грубо говоря, если мы предложим вместе с нами строить утопию, представителям бизнеса, общественных объединений и представителям Летучего университета, это будет одна утопия. И будет более широкое круг. Или мы возьмем наш узкий круг ограниченных людей, и это будет другая утопия. Подключим собаководов. Да. И для меня тогда стоит вопрос в том, что... Помните, у Кампанеллы или у кого это было, да? Нужно ли нам узкий круг ограниченных людей? Коммунистическое будущее, утопия про коммунистическое будущее, в котором все люди настолько свободны, да, что занимаются трудом только 4 часа в день, остальное время посвящают всяким таким делам. Ну почему? Потому что у каждого человека есть по 2 раба. То есть у каждого человека куча свободного времени обеспечивает это время рабы, и эти самые рабы, они, естественно, не участвовали в построении этой утопии. Нет, вы понимаете, что тут вопрос о масштабе этой утопии и, ужасное слово, общественной значимости. То есть мы можем с вами на двоих построить, представление о прекрасном мире, к которому будем вдвоем стремиться. Давайте так. Одно дело тема, тематическая связка конференции «Утопия», а другое дело цель конференции подготовить утопию, разработать, общую. И это уже как-то... А цель конференции предельно проста. Я думаю, что Водолазская не настолько тупая, да, чтобы думать, что на конференции мы построим утопию.
Ну, как-то вот из рассуждений там про собаководов, там и кого мы соберем, ну, то есть оно, ну, как бы влияет скорее. Просто масштаб мышления. Как Я мы этим хочу задать масштаб мышления, и цель конференции запустить эту самую, ну, как бы утопичность и навстречность по построению утопии. И в зависимости от того, да, кто соберется, так и будет организовываться навстречность. И масштаб будет разный. Это, ну, Павел абсолютно прав. Масштаб Сама по себе мечты. утопия это недостаточное определение. Это вот почти как у нас формулируют конференции по философии. Человек природа общества, и туда как бы в могилу все можно закрутить. Вот. Скажи всем конференции Кроме утопия, собаководов. все и собаководы найдут, чего написать по облагороженные места для выгула собак. И, соответственно, я просто боюсь, что если задать тему очень широко, ну вот без конкретизации на какой-то, то есть утопия чего там, утопия в каких границах, да, то все разбредутся по этому широчайшему полю так, что друг друга не перемукаются. А вот теперь я последнюю умную вещь скажу, которую на сегодня знаю. Отталкиваясь от того, что ты сейчас сказал, уже говорю Галиновскому, с которым мы как бы пособачились немножко до того, как ты пришел. И если у нас из этого что-то получится, то это будет свидетельствовать о том, что прошлые конференции были не случайными событиями, а были событиями мышления. Почему что? А потому что Павел совершенно правильно охарактеризовал обычное построение конференции. Когда объявляется некая тема, и люди из прошлого тащат то, что у них уже есть готового на эти конференции. Промышленного, еще какого-нибудь там и так далее. Да? На первой конференции, которую мы организовали про интеллектуальную ситуацию, примерно так и было. А вот уже вторая конференция, если вы помните, организовалась совершенно иначе. Я запускаю некое письмо для начала. И там какая-то там фантазия, художественный свист такой про это дело. Да? И мне, Водолажская, там еще кто-то там говорят, блин, так никто же не сможет выступить, потому что никто там не готовил такого рода доклада, никто там про это не думал там, и так далее, и так далее. От момента опубликования письма в узком сообществе до подготовки самой конференции прошло некоторое время, и люди, ну я ж не знаю, натхнялись они этим письмом или нет, но по крайней мере, ну скажем так, за исключением второй секции. История. Панели историков, как бы, да? Там были политологи, скорее. Ну, скорее политологи, там Казакевич с этим самым, Ну, они тоже с были, Ростовским. менялись. Они тоже отчасти, как бы, да? Но первая панель и третья панель были сделаны с учетом, с забросом в будущее. Вторая конференция про начало строилась таким же образом. Теперь, как бы, если мы не сможем выдержать вот этот тип построения, когда будущая конференция определяет то, что готовится, делается сейчас или в прошлом, да? То есть инновационный характер. Ну, значит, как бы это все фантазии. Либо мы можем это сделать. И тогда от момента объявления конференции запускается процесс мышления, результаты которого предъявляются на самой конференции, а не тащится на конференцию домашние заготовки. Вот, если уже говорить совсем там, этими простыми организационными вещами, я думаю, что нам, ну, особенно в этом случае, вот если учитывать эту навстречность, ну или необходимость навстречности, нам там, максимально нужно оставить, ну или дать времени на обсуждение там при там, наличии нескольких вбросов. Да, то есть не там эти доклады, которые занимают много времени, да, а у нас и так очень достаточно много обсуждений. Но... Минимум докладов. Да, минимум докладов. То Сейчас, Садись, я закончил. У меня была последняя мысль. Сидите там. Вы не смотрите. Это сам. То есть вот само это построение, чтобы избежать вот этого, ну как бы каждый принес своих 555 каких-то там придумок, да,
То есть максимально запустить процесс там обсуждения, ну, на Это бросе. уже тогда скорее выход в игровые же совершенно. Ну, мы Я так вот тоже решили. когда про этот самый, про футбол подумал, да? Нет, я скорее Про про игровой идею, такой. где... Да, про OD. Ну да, ну мы, в общем, и раньше-то не чурались этого дела, но это я просто к тому, что в этом смысле тогда приглашение, ну, в смысле, то, про что я забочусь, в смысле наличия разных перспектив и расширения масштаба, это вопрос качества приглашенных участников, да? Ну, в смысле их способность включиться в такое обсуждение, а не, ну, там, Что, Таня, чтобы у нас не получилось, опять же, ошибка форматов. У нас обычно так мы поступали где-то на проектных сессиях. То есть там вот мы обычно так и работали, что минимум докладов и максимум обсуждений и работы в группах. Тогда мы выходили на какие-то концептуализации уже в совместном действии. Но вот с конференциями тут есть другое преимущество, которое может потеряться вот при таком групповом формате работы. То есть групповая работа, она хороша, когда она, в общем-то, вот берет в качестве исходных пунктов несколько вот действительно бросов и их начинает разворачивать. Но в конференции, как вот мы видели на примере второй или третьей конференции, были другие выгоды. Там было много бросов, и, соответственно, это появлялось много новых идей, которые могли не появиться при просто коллективном обсуждении. Потому что коллективное обсуждение все равно преформатировано. Преформатировано исходными условиями, которые вброшены на докладах, которые вброшены в актуальные ситуации, поэтому здесь уже как бы ничего стратегического нового не появляется. А если вбрасывается через несколько там докладов, там 5-6 хороших докладов, вбрасывается ряд идей, это может быть совершенно другая топика. ну, я тут вот меру докладов и меру обсуждений, ну, то есть это можно, с этим можно играть. Я тут скорее про, ну, как бы реакцию вот на это, на приглашение, ну, в смысле широкого круга, ну, в смысле, чтобы это не получилось братской могилы и фантазии. Да, что нам нужно время на эту навстречность, ну, значимое время. Ну, а просто, наверное, действительно должно быть. У меня мысль. Да, что это? Умная, наверное. Я не знаю, умная, не умная. Но опять же, ты меня толкнул к этому. Она очень простая, но я ее Скажу слово. чуть позже скажу, а сначала я про мечту как бы, да. Дело в том, что в первом же тексте, в котором как бы я самоопределялся, вернувшись в Беларусь там 21 год назад, я фактически сформулировал свою мечту, да, от ОДИ как локальной ситуации к игре в Беларусь в национальном масштабе. Поэтому как бы все, что я пытался делать, как бы, да, вот за эти 20 лет, оно было инфицировано вот этой вот мечтой об игре, большой игре. Да? И поэтому игровые элементы в той или иной степени, все, что я делал, оно как, ну, есть игра. Да? В большей степени, в меньшей степени и так далее. В том числе и наши конференции. Но и вот теперь уже то, что я как-то вспомнил, да, чисто техническое приспособление. Я наткнулся на это дело в нашей первой конференции по десоветизации в Шилуте. Очень простой технический прием. Ну, технический, он как бы не очень технический, но прием. Нет, не технический в индивидуальном плане, да? Не просто организационный, потому что организационная форма, ну, шилутские мы пытались повторять, но в общем не всегда оно срабатывает и так далее. А там мой индивидуальный прием заключался в следующем. Я писал тезисы доклада и откладывал в сторону. Делал я совершенно другой доклад, чем написан. После того, как у меня был написанные тезисы доклада, сделанный доклад, да, я мог писать некое рассуждение по теме. Вот 3 этих самых такта, как бы, да, они потом у меня повторялись много раз. И на всех 3 конференциях предшествующих я поступал точно так же. Я писал письмо с мотивацией или инициирующее, потом я писал тезисы доклада, потом я делал доклад,
который был мало похож на то, что я написал в тезисах. А потом по мотивам я еще какую-нибудь там фигню писал. Вот. И Подождите, думаю, это технический прием для чего? Я что-то не понял. для Блиновского. Если ты хочешь выступить на этой конференции, попасть в вот это самое, в пролонгированное мышление, которое не только есть в инфинитиве, но есть здесь и сейчас, попробуй сделать точно так же. Напиши тезисы, сделай доклад, отложив эти тезисы в сторону на самой конференции, и потом попробуй написать третий текст, который не повторяет первый, второй и так далее. Как Алиса ела пудинг. Примерно, вот когда после второй конференции мы обсуждали это с Дубинецкой. Она говорит, я написала, у меня были там, не просто тезисы, текст выступления был, да? И она, как положено нормальному ученому, выученному в Ловинском университете, реферат зачитывает как бы, на конференциях. Она это отложила, послушав мой доклад, она сочинила на месте свой. Ну, как-то он там связан был с тем, что у нее было написано, но в общем это был другой доклад. И после этого она совсем другими ушами слушала все, что говорят остальные. Вот такая вот простейшая штука. И это задает игровой характер вот этим конференциям. Не отчетно-перевыборный, а игровой. У меня есть организационная такая инновация, как мне кажется, может поспособствовать запуску мышления. То есть, если нарисовать, вот во времени, допустим, вот случается конференция, а тут есть подготовка. Вот тут она объявляется, там, типа, будет. Ну и, допустим, вот тут есть люди, которые, собственно, собираются, кому адресовано будет. Да? И дальше между этими людьми начинается коммуникация, которая ускоряется, и тут она вообще бешеная. И, собственно, если там говорить, что мышление, оно интерсубъективно, оно живет в диалоге, не просто коммуникация, а в диалоге как осмысленном чем-то, то задача, собственно, стимулировать это, да, содержательный диалог. И ваше письмо, оно по сути выполняет, то есть это ваше такое месседж всем участникам, которое запускает их содержательные и доклады, и выступления. Нет, видишь, да. Собственно, инновацию, которую я хочу предложить из нашего, в том числе, опыта организации какой-то коллективной деятельности. То есть сейчас люди, которые хотят поучаствовать, есть, допустим, организатор, они свои докладики присылают. Присылают. Вот, и они накапливаются. А потом где-то заранее рассылается с тезисами, и все. То есть после того, как разослано, уже в принципе доклад невозможно сюда сунуть. Более того, тут сетка, и дальше можно, только, как вы говорите, изменить свой доклад, послушав чужие, соотнеся. Так вот, инновация заключается в очень простом вещи, то есть сделать какое-то общее пространство, где доклады будут постепенно прибывать. Общую рассылку просто? Есть Google Doc, да, как какая-то, общая доска с докладами, когда ты думаешь, сделай-ка доклад, ты смотришь, а какие уже есть. И вот начнется, вот этот диалог, он, как мне кажется, может запуститься более интенсивно. Тут только вопрос в мотивировании вот этого делать. Потому что вот так, как ты красиво нарисовал человечка, которому поступают доклады, выглядит все это не так. Это выглядит примерно... Последний день. Давайте доклады. И в последний день уже, значит, в конце концов, кто-нибудь... В день после последнего. И при этом выглядит это чаще не так, что мы пригласили, в смысле публично сформулировали, вот есть тема, присылайте. И мне как раз кажется это правильным этим самым. А личное обращение к определенному кругу людей с тем, что мы от вас хотим доклад. Конечно, кто-нибудь еще может прислать,
Ну, и это бывает хорошо, но редко. Да. И в этом смысле, то есть это скорее хождение этого организатора по, ну, то есть конструирование им самим всей конструкции. Да. Хорошо, Мне нравится твоя модель, я только, мне тут это самое, мне нужен, Я бы ее развил немного. мне нужен этот бензин, на котором это Стрелочки наоборот накированы не на человека, а То от него. есть сейчас, Как пчелка собирает. сейчас это выглядит так. Вот как бы запустить эту вот фигню, ну, я бы... А я предлагаю тогда развить идею Ивана таким образом. Если Иван говорит, отсылал сначала, что мое письмо там было запускающим каким-то образом, я предлагаю сейчас сделать несколько запускающих писем после этого семинара. Веденин, Водолажская, там, кто еще захочет, Кудрук, Барковский и так далее, пишут свои мотивирующие письма всем в рассылку. Ну, они должны быть не только мотивирующие, они, собственно, должны содержать хотя бы один тезис по теме. Да, Ну, и отношение к самой теме, чтобы вот не было того, о чем Павел говорил в начале, да? Что если поставить там тему утопия или будущее там, и так далее, да, все будут в традиционных... Ну, Еще ничего и не поставили. Да. Пока имеем одно слово. Да. А я бы придумала. Ну, Все, кроме Подпорина, потому что у Подпорина, который, в общем, не игровой человек, у него есть очень своеобразная такая штука, да? Он найдет второе слово и между ними разовьет соответствующее слово. ну, я как бы, ну, и не против, и, ну, как это, тоже высказаться. И мне кажется, у нас даже бывало такое, что после вашего письма приходит там чей-то еще текст, ну, как с реакцией. Ну, по-моему, Виолетта как-то присылала, когда не могла кто присутствовать. Ну, то есть вот такое, в принципе, происходит. Просто тут я боюсь, что не каждый может запустить, да, то есть есть все-таки, ну, некая... Попробуй. Ну, я понимаю, что Можно еще жестче сделать. Кто не откомментирует голос Мацкевича, того не допускать. Нет, просто я сейчас могу сказать, как это выглядело. То есть, вот, ну, если говорить, что у нас уже сложилась на примере 3 некая традиция, что выходит Мацкевич, так топает, да будет конференция и задает некую, ну, как бы, рамку, там, я не знаю, что-то, но это как магистр такой, ну, да будет там, да, и после этого, да будут там эти, как их, голодные игры, да, вот, и что-то начинается. Поэтому, конечно, можно, ну, попытаться, да, там, просто я... В итоге на конференции будет один доклад. И мы выясним, кто лучший. Ну, и у меня все время, когда вот разворачивалась там подводочка, у меня была такая, мысли крутился такой сисадминский анекдот. Когда папа сисадмин, он там работает, что-то настраивает, и приходит сынишка, говорит: папа, слушай, а почему солнце там встает там и садится там? Он точно встает? Да. Ты проверял? Ничего не трогай. Ну, и у меня не покидало чувство, что, ну, типа, чтобы у нас, раз было мышление обнаружено и было снова, лучше ничего не трогать. То есть участников там, как бы, ну, традицию запуска там, то есть неплохо бы, чтобы, ну, как бы... Нет, ну вот у меня есть все-таки одна ремарка по поводу технического приема вот этого вот, ну, вовлечения, да, это в лучших письмах Мацкевича это было индивидуальные вопросы или, ну, как бы, то есть индивидуальное обращение, да, то есть не просто там «да будет свет», а там, ну, помните, вот были там какие-то там от Татьяны Щитцовой у меня вот этот вопрос, там, да, а к этому, ну, то есть, и это, ну, то есть это не абстрактные эти самые, ну, вот, но это скорее техническая вещь. Но, ну, можно попробовать так запустить. И я все равно возвращаюсь, подождите, к вопросу круга, ну, звать или к кому обращаться, круга, вместе с которым мы собираемся мечтать. Я все это назвала Мара Беларусь, Беларусь Мары. Да, звать ли собаководов все-таки? Ну, с собаководами, я думаю, мы как-нибудь разберемся, а вот звать ли... Зависит от того, какую утопию ты хочешь разворачивать. Ну вот, и дальше как бы я хочу утопию Беларуси разворачивать, минимум. А вообще уже название хорошее. Европа. Утопия Европа, Утопия Беларусь. Утопия Беларусь. Утопи Беларусь в Европе. Да. Утопи Беларусь в мечте. Кошмар какой. Схлебнется Беларусь на жизнь мечтать.
найти настречность с теми, кто, ну, как бы, ну, имеет там, в том числе, некие практические задачи. Не кричите сейчас, что только вы имеете практические задачи, я имею в виду... Что ты мне приписываешь вообще? А им это Что интересно. кого-то имеешь в виду? Я не знаю, интересно ли им это можно проверить. Ну, Лукашенко зовем. нет, ну, Те, совершенно кто имеет я... практические задачи, она имеет в виду. Ну, Дима спрашивает, кого Мы ты прекрасно имеешь в виду? понимаем, что если адресно там Татьяна не будет кого-то из них пинать ногами и говорить, как мы будем счастливы видеть вас, Да. уважаемых людей на нашей конференции, если вы с какой-нибудь фигней хотя бы к нам придете. В этом смысле, вот когда ты сказала Ну, про то, что позитивное было в моих письмах, я-то как раз думаю, что это не самое позитивное. Да? Это было, ну, достаточно наглая такая штука. наглое, да. Мало того, что наглая сама по себе, она была еще как-то сепарирующей, да? Ну, типа, вот я выделяю каких-то, да, оставляя других, как это, без ожиданий. Да? Поэтому это была вынужденная мера на первых конференциях. Я не знаю, может быть, ее еще надо продолжать. Но было бы, конечно, лучше обращаться безадресно. Хотя, как, знаешь, вот надежда на то, что безадресные эти самые станут вызовом. Нет, вот мне кажется, что нужно обращаться адресно. Особенно в этом случае нужно обращаться адресно. Это тоже начинает, опять же... Ко мне, например, обращаются с вопросом, почему я должен на него отвечать. Ну, может, Ну, нет, если всё, не у ответил, меня не там ответил. другой вопрос. Нет, Павел, ну, как бы обращение не обязывает обращаемого ни к чему. Ну, это как сказать. кроме того, что на вас Смотря кто никто- обращается, Да. как обращается. Если как бы, ну, вот такого Знаешь, рода старые вопрос. интеллигенты обязаны были отвечать на все письма, которые... Слушайте, ну ответить можно это самое. У вас очень, мне регулярно отвечают на мои письма, ну, например, там определенная часть нашего интеллектуального сообщества по поводу того, что вот сейчас у нас другие задачи, и тема вашей конференции кажется нам спорной и так далее. Ну, нормально отвечают, Хорошо, это интеллигентно вопрос посылают. технический. Насчет приглашения более широкого круга, вот, ну, то есть приглашать можно, но мне кажется, что если действительно это не будет организатор носиться и бегать за каждым с Нам подносиком, не нужно там 40 этих самых. Я просто понимаю про то, как бы, какого качества мечта, ну или утопия у нас может получиться, если мы ограничим. И главное потом, ну, для меня ведь важно не просто там собраться-то, да, а в том, чтобы, ну, как бы, чтобы то, что получилось, имело, ну, некий действенный и, там, смысл и характер. И в этом смысле, если оно станет там действенным только для меня, то мне этого мало. Мне кажется, как бы все так как-то гораздо может быть проще, в том плане, что ну, есть, сама тема, она как бы так намекает, к кому вообще идти. То есть Да. кто хоть раз там выкидывал в публичность там проекты утопии, антиутопии, ну не знаю, вот сразу же Мартинович, да, там написал там свою эту антиутопию, там, ну, мова, да, там, ну окей, вот в первую очередь там иди там к нему стучись. Или там как вот Цыпкало, который там этот парк высоких технологий, тоже вот там про что-то Беларусь, там IT, там, ну вот как бы можно стучаться, как бы. То есть сразу как бы, ну, чувствуется, кому, ну, Вот, но кому я можно. скорее пытаюсь обсудить этот вопрос, ну и мне кажется, это верно, вот да, не ограничивать это кругом, ну вот там, нашим там стандартным кругом, да. Как раз что ты дойти, считаешь нашим стандартом? ну, преподавателей ведущего университета и регулярных посещателей наших мероприятий. Ну, Цыпкало у нас никогда и не было. И не факт, что он дойдет до нас, но мы и не звали его никогда. Вопрос в том, дойдет ли, допустим, Величко, дойдет ли Готин, дойдут Да. ли другие товарищи. Дойдет ли которые, в Величко общем-то, вопрос? Но просто, например, ну, как бы, я понимаю, что в теме там начала Величко мог не дойти, а в теме мечтаний, это если он не дойдет, то он козел. Ну, потому что, в общем, как бы он, если он позиционирует себя как тот, кто, ну, как Мечтатель. мечтатель, да, и деятель, то, в общем, он должен дойти. Ну. И это просто разные, ну, как это, разные места в этой конференции, ну, в смысле, в этом мечтании у тех, кто приходит, ну, там, Влад, приходящий послушать, набраться чего-нибудь умного, или, ну, как это, активный участник этого, ну, как это, диалога, ну, в смысле, носитель содержания. Все замечательно, но опять же, даже утопия Беларуси это слишком широко. Даже конгресс белорусских этих исследователей с их Павел, 12 напиши секциями, письмо с... это все равно конкретизацией. не освоил бы.
утопия Беларусь, потому что как тут ни копни, тут одни будут копать там белорусская культура, другие будут копать белорусская наука, третьи будут копать белорусское мышление. И все равно все разбредается. То есть надо все равно сегментировать тогда. Вот мы копаем вот здесь утопию Беларусь, а не вообще утопию Беларусь. Беларусь вроде как одна, как бы Да, наука, в этом культура, смысле. это все как бы тоже про одно. Ну это все про одно, но я говорю, если один будет что-то там вещать про Эти культуру, а другие про науку, то у них дело... огрызочные не принимаем. Утопия. Частично Беларусь не берем. Только целую. Беларусь частями. А целую, боюсь, будет один, полтора человека, Три кто... будет достаточно, 5. Ну, а вот мне кажется, что утопия даже огрызочная, она содержит как бы, ну, как бы ДНК всей утопии. То есть, ну, как бы, Ну, если ДНК, то это, знаешь, вот, не из нее схемное можно развернуть, представление. ну, развернуть все, ну, как бы, ну, типа, по образу, ну, как бы, ну, может, я что-то не то знаю Не, про ну- утопии, но, по сути, Или про ДНК. Ну, вокруг представления об мечте о сфере культуры можно построить весь мир, в котором такая культура возможна. Ну, да. И, соответственно, вопросы задавать докладчику можно как раз из других мест, которые хочется, а в каком-то таком, ну, как я впишусь, ну, в эту утопию, такую А он культуру. скажет, что я не знаю, я про это не ну так можно самому дальше дописывать. Ну не знает он и что. Смысл же не в том, чтобы он тебе ответил на все вопросы. Смысл Нет, просто в- потому что это все разбредется. Разными тропками. Послушайте, ну, зависит вот не только от два, того, какая Два, тема и даже три насколько она предшествующих уходит. раза у нас получилось. от этой самонастреченности. То есть люди цеплялись друг к другу. Потому что мы не трогали, как то, что я Нет, сказал. ну, вот мне тоже кажется, что здесь вопрос в том, как это будет организовано и какие, ну, как бы, какие изначально будут заданы установки. Это не то, что ты там пришел, отчитал свой доклад, тебе задали вопросы уточняющие, да, а ну, как бы по-другому. Там кто как действует. Вот у меня такой вопрос, то есть, как это, когда нам приходится обсуждать одно и то же, то, ну, мы рискуем попасть там, в ситуацию, что херня ваша утопия. Ну, то Да. есть, как бы, вот более такую, ну, радикальную отрицание без, ну, утопия, по сути, это же как бы такое альтернативная реальность, которую можно просто вычеркнуть, выбросить и даже, ну, не Да. подвергать ее серьезной Поэтому критериями критике. оценки утопии Так может было быть, с Бояриным, допустим, в прошлом может быть конференции. там масштабность. Не, стоп, подожди. там Ты еще же сама что-то. сказала в ответ Ивану раньше. Да, если утопия является порождением индивидуального сознания, с ней так и поступают. Таня говорила про навстречность в создании утопии. Вот, на встречности, вот, мне кажется, говоря про круг приглашенных, мы можем надеяться на именно тех, кто с нами находится, ну, как минимум, там, в каких-то социальных связях, там, ну, или, ну, там какие-то есть, ну, навстречность, как бы, как, типа, я не знаю, как ее описать, но Во-первых, социальная. во-первых, как только мы говорим про навстречность и интерсубъективный характер построения утопии, да, то мы понимаем, что они, как это, части всегда будут огрызочными. Вот как, да? То есть мы не можем предложить сразу целое. Иначе в навстречности нет необходимости. Да? Мы должны мириться с частичностью, партикулярностью утопии. Но тогда как бы и надо всерьез относиться самим, подавать пример, если хотите. Да? И вот только серьезное отношение к утопии другого может позволить рассчитывать на то, что и с его стороны будет серьезное отношение к твоей утопии. Ну, вот, помните этот вопрос, там, зачем мы друг другу, ну, зачем нам быть вместе? И про будущее это еще более сложный вопрос. А зачем мне в будущем? То есть сейчас ты как бы, ну, Сейчас мне Только в будущем и лежит ответ на этот вопрос. Его нет в прошлом. а вот А привычка. М? А привычка. Хуже неволи, да. Там настоящий. ну, А в настоящем что тебе плохо живется? Без просто меня? вот, ну, как бы из каких-то даже бытовых таких вопросов, вот разные мечты, это как бы причина разрыва, ну, брака, отношений. То есть, когда люди вдруг понимают, что мечтают... Точно, точно. И... Точно, да? Но
одна мечта является основанием для заключения брачного союза. Она же как бы расхождение Матримониальная к разрыву. Да. Брак или разрыв. То есть вы наставите все-таки наш расширенной версии «Утопия Беларусь», а там уже... Ну, я бы Как пойдет? предлагала, да, ну, про яку Беларусь ми говоримо, да, разом, якою Беларусі ми хочемо опинутися разом. Каждый там тогда копает в том, Ну, а А каждый, заезде Беларусь, насколько ему который им хватает. ближе. Ну, ну, насколько его Но хватает. только ты имей в виду, что ни одна формулировка не будет понятна. это я понимаю, но я попрошу написать вас письмо. Я прошу вас всех написать письма, хорошо? Если будет хотя бы 4. У меня, хорошо, у меня есть, Зеленин, Водолазская, Барковский. у меня Письмо неизвестному другу. есть такое дополнение, то есть вот это вот, требование, скажем так, публично публиковать уже возможность, ну, такой онлайн, скажем так, расписать, ну, не расписание, ну, как бы так, ну, докладов, да, конференции, его просто, ну, сопровождать всем, ну, вот. Да не доклады. Ну, хорошо, то есть, Подождите, дайте ты все равно пишешь людям, да, и ты к письму можешь приложить ссылку, а вы посмотрите уже заявленное. И, ну, как вот то, что Владимир просит, скажем, письмо может быть, скажем, сопровождающее доклад. Вот я готов сделать доклад и, ну... Слушайте, ну я думаю, что да, это возможно. То есть мне кажется, что эти формы там писем публичных и непубличных и личных обращений, они, наверное, могут быть разные. И в этом смысле там может быть не сразу там какие-то тезисы появляются, но мы это можем в принципе собирать даже по одной, грубо говоря, там, какой-то одной рубрикой на том же сайте, ну, нет там проблем. Мы уже так раньше делали. А? По-моему, тезис или какой-то мы уже делали. Публиковали Там тезис. публиковали Нет, мы публиковали тезис сразу, уже по мере готовый. поступления. Ну, как бы, да. Так мы можем по мере поступления, ну, плюс с этими самыми. Да. Но вопрос просто в наличии такого рода материала. То есть можно начать с того, что, ну, вот, что сейчас рассылалось, там, маленькое это, ну, в качестве этого затравочного. Да. Ну, а дальше уже двигаться и потом, ну, как бы, потом собирать тезисы дальше, если они будут таковыми. Да? Вот, Но название-то все равно не ну, понимаете, вы боитесь. Вспомните, Чего я как боюсь? Я не боюсь, мне формулировка нужна. Какая-нибудь. слово должно быть. Слово, хорошо. Вот этих слов у нас уже целых 2. Утопия, мечта, Утопия и будущее. мечта. Беларусь. Ну, это уже эти самые дополнения к имени, к существительному. Подлежащему. Подлежащему. Дополнение, это часть. А- Тогда общее будущее. Вот, блин. Потому что утопия и Слушайте, будущее это про одно и то же. Темой второй конференции было начало. Темой третьей конференции было настоящее. То есть восьмой час. А? Восьмой час? Нет? Это все приговаривание. Да. Приговаривайте сколько хотите слов еще. Слова достаточно одного. Альфа нужна нет. Ладно. Я тогда предлагаю всем подумать про сначала, ну, я не знаю, письмо, высказывание, реакцию на то, что мы имеем сейчас, которое можно поместить в публичное пространство, а также про тех, к кому можно с этим месседжем обратиться. Не в смысле пригласить на конференцию, а обратиться. Ну, я не знаю, кому, еще к кому-нибудь. Ну, кто к кому может. Кто к кому считает важным и актуальным. А Герман? Ну, если вам можно вместе с ним помечтать, то можно и к нему обратиться. Я говорю сейчас о
о такой вещи, что мне нужна эта утопия, мне лично. Поэтому для меня очень важно, с кем вместе я буду ее строить. Ну, то есть... И это не С Германом принцип... на встречность А? это сложно. А? С Германом на Ну, встречность да, вот сложно. меня никак не влечет выстраивать на встречность с Зермантом, поэтому я пока этого делать не буду. Ну, уж точно. И... Да. Ну, утопию должна назвать. А будущее решительно антропологично. Ну вот я так как-то себе обозначила, что если мы говорим, что, ну, как бы, что подлежит мышлению на нашей конференции, то это будущее, а вот как мы про это Да. будем мыслить, то это утопия. Ну вот, да, через навстречность. Ну вот, как-то так. Мгм. И еще, ну это я про то, кому это может быть Потому что, может быть, апеллироваться. этот слоган «Нас может объединить мечта». Да. Я просто думаю, что не факт, что, ну и может быть даже не так важно, чтобы кто-то, кто, ну, на наш там, взгляд, мог бы и должен был быть вовлечен в это мышление, будет на самой конференции, но если мы, ну, там, будем цеплять это, ну, то есть эта же конференция не закончится, там, тема. Это же не проектное это самое, что мы вот, ну, записали на доске, какая у нас будет мечта, и теперь все, ну и закончили, да, то есть тут скорее вот эта цепляющая вещь. Да, Владимир Владимирович? Да, все, я поняла, мы закончили Бодай. обсуждение. Вот хотите, я вам прочитаю одно философское рассуждение. Если бы Без я мата? был каким-нибудь эстонским националистом, я б шатался по улицам и каждому встречному эстонцу говорил: возрадуйся, брат, ты эстонец, и ты прекрасен. Эстонцы маленький народ и запросто могут исчезнуть, поэтому их надо постоянно одобрять, чтобы не унывали. С русскими так, конечно, нельзя. У русских постоянное головокружение от успехов. И реалий, 8-я экономика планеты, и воображаемый, 3-й Рим. Если их хвалить, они совсем умом тронутся. Хотя, наверное, трогаться уже и некуда, и так адовый ад. Поэтому каждый сознательный философ-москаль, если он хочет спасти свою дорогую Московию от абсолютного маразма, просто обязан стебать своих родных москалей, чтобы хоть как-то вернуть их мозги на место. По скрипту. Всю жизнь хвалить или всю жизнь стебать кукушка отъедет. Философам лучше быть в какой-нибудь средней стране, в которой иногда нужно хвалить, иногда стебать. Так не зайдешься весь на желчь и не засахаришься. Это вариант Беларуси? Ну, Абсолютно.